Привет, телезрители! Добрый день, ребята! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». А это значит, что прямо по курсу море полезной и важной информации. И со всем этим новостным великолепием тебя познакомим мы, Руслан Николаев и Арина Буря. А вот что подготовили наши корреспонденты. Все зимние каникулы и даже больше детская информационная служба будет радовать тебя звездными интервью, полезными лайфхаками и яркими сюжетами. Самые свежие новости и актуальные события наши спецскоры откопали вовсе не под елкой. Всем привет, с вами Кобяков, Алмаз Томас Мраз, Давид Деймур. Группа «Узорица» Специально для горы новостей. На календаре уже 14 января. Уже 2 недели 2023 года прошло, и пока полет нормальный. Двоек нахватать еще не успели, с друзьями поссориться тоже. Будем стараться придерживаться пока этого курса. И рассказывать побольше новостей. 2023 год в республике объявлен годом полезных дел для малой родины. Большое внимание будет уделяться развитию сел и деревень Башкортостана. У нас много зрителей оттуда, много корреспондентов, которые трудятся на благо детской информационной службы из районных телестудий. Так что передадим им наш пламенный привет. Город тоже преобразится. В Уфе должно появиться 2 50-этажных небоскреба на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Сагита Агиша. Таких высоких зданий в башкирской столице еще не было. Из особенностей ландшафта под Уфой находятся карстовые пустоты, поэтому строительство метро было отменено, и очень высокие многоэтажки также не строились. Но технологии идут вперед. Да, это правда, смотреть на старые здания не менее приятно. Такая подводка вот к следующему сюжету. Музей-мастерская «Катушки-вертушки» – это одновременно музей, мастерская и студия, в которой можно бесплатно посмотреть, потрогать и послушать аппаратуру записи звука. В музее «Катушки-вертушки» ребята могут научиться многим необычным навыкам, таким как реставрировать магнитофоны и виниловые проигрыватели. А главное, ребята могут почувствовать себя настоящим радищиком, поработать с микрофоном и понять азы звукорежиссуры и трансляции программ. И еще здесь можно увидеть самые разнообразные аудионосители. Вот, например, кассеты. Они 100% были у ваших родителей. А эти пластинки помнят ваши бабушки. История звукозаписывающих аппаратов началась еще с 9 века, а с каждым столетием совершенствовалась. И сегодня мы можем наблюдать новейшие аппараты звукозаписи в музее «Катушки-вертушки». Это один из самых древнейших экспонатов – радиоприемник 1953 года. Так выглядят магнитные ленты. Вот для этого магнитофона. Вот в этой полкилометра, а вот в этой целый километр. Представляете? В музее можно получить опыт работы с электросхемами, электромеханикой, а также поработать с металлом, деревом и пластиком, изучить тонкости настройки аудиотехники и поучиться профессионально записать на ней свой материал. Внутри музея работает 3 кружка – кружок меломана, кружок реставратора и радиокружок. И в каждом ребята могут найти что-то новое. Еще в музее можно найти старинные пластинки, на которых играли первые диджеи нашего города. А с этой магнитолой ходили начинающие рэперы нашей столицы. Теперь вы знаете почти все о звукозаписи. Сейчас я вам покажу. Оскар Николаев, Ильнар Бигбов, специально для горы новостей. Оскар, спасибо. Мы продолжаем делиться новостями. Министерство просвещения России утвердило главный этап единого государственного экзамена в 2023 году. ЕГЭ пройдет в период с 26 мая по 20 июня. Руслану очень актуально, он как раз в 11 классе. Спасибо, что напомнила. Хотя я не паникую, по репетиторам не хожу, я спокоен. 26 мая экзамены пройдут по географии, литературе и химии, а 29 по русскому языку. Экзамены по профильной и базовой математике будут сдаваться 1 июня. История и физика
физика 5 июня. 8 июня школьники будут сдавать общество знания, а 13 июня биологию и письменную часть по иностранному языку. Вторая устная часть пройдет 16 и 17 июня. Последним экзаменом станет информатика, которая пройдет 19 и 20 июня. Так, в 2023 году основной государственный экзамен ОГЭ для учеников 9 классов пройдет с 21 апреля по 1 июля. Проведение экзамена разделили на 3 этапа. А эта информация актуальна уже для Арины. Да, я вот придерживаюсь других взглядов и активно посещаю репетиторов и ужасно волнуюсь. В сентябре Министерство образования и науки утвердило минимальный балл единого государственного экзамена для поступления в вузы на 2023-2024 года по основным общеобразовательным предметам. Так, по русскому языку, литературе и географии минимальный балл составит 40, по математике, физике, химии и биологии 39, по истории 35, по иностранному языку 30. Кроме того, по обществознанию минимальный балл составит 45, а по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 44. Если вы совсем не воспринимаете такие серьезные новости и вам до этого еще жить и жить, то предлагаю полезный совет от корреспондента: куда деть елку. У меня дома есть вот такая вот ваза. Правда симпатична, но сейчас мы из нее сделаем настоящий арт-объект. Нам понадобятся салфетки для обезжиривания, ножницы для деревьев, универсальный водостойкий клей, бусинки, веточки и наклейки. Ветку нам нужно порезать на небольшие кусочки. Я нарезала только одну веточку, а их у нас вон сколько много. Для того, чтобы приклеить веточки, нам нужно подготовить вазу. И сейчас нам нужно протереть это обезжиривающей салфеткой. Начинаем мы снизу. Если неудобно, можно перевернуть вазу раз и снизу доверху. Если честно, мы с мамой эту вазу делали почти 2 дня. По-моему, получилось очень круто. И у меня даже есть цветочек. Эта ваза экологичная. Если вы тоже экологичны, то берите старые ветки, как я, Эвелина Шарипова, Рамазан Мусин, специально для горы новостей. Мне кажется, такой монотонный труд очень успокаивает нервы. Ты же не волнуешься перед экзаменами? Я волнуюсь, что столько новостей, и мы не успеем все рассказать. Успеем. Выявленные частные ошибки при написании итогового сочинения – одна из самых распространенных несоответствий тем и аргументов. Это главные грабли для учеников, которые хотят использовать универсальный банк аргументов на все случаи жизни. Такие списки есть в интернете, и именно из-за этого возникает эта ошибка. Недостаточно просто знать сюжет какого-то произведения и приводить общие доводы. Важно показать соответствие произведения выбранной теме, ответив на простой вопрос: как помогает раскрыть тему эта книга. Еще одна частая ошибка, из-за которой некоторые получили незачет – подмена анализа пересказом. Школьникам стоит помнить, что пересказ – это последовательность событий, а анализ – поиск причинно-следственных связей и выявление мотивов произведения. Почему важно, что он там родился? Пересказ – это кто где родился, женился. Анализ – почему он женился именно на ней, условно говоря. Очень важно следить за ходом мысли, читать свое сочинение не только от первого до последнего предложения, но и видеть логические связи. Если автор сочинения задает в тексте вопрос, то он, естественно, должен дать на него ответ. Руслан теперь эксперт. Я неплохо пишу, я ведь журналист, и это мне даже не мама сказала, а наш редактор. А прямо сейчас, кстати, мне редактор подсказывает, что пора объявлять следующий сюжет. Вы когда-нибудь слышали музыку, которая совмещает целых 4 направления – фанк, соул, нью-диско и ретро-поп? Трепещите, фанатки! Самая яркая и фантастическая группа приехала к нам в столицу.
Magical – группа из Петербурга, которая появилась в музыкальном пространстве еще в 2010 году. Команда состоит из 5 классных парней, каждый из них по-своему уникален. На интервью мы взяли у вокалиста Олега Сапронова. Он является автором песни «О Марфа», которая покорила сердца многих людей. Группа ребят по праву претендует стать в один ряд с самыми фактурными и успешными представителями нашей западной музыкальной сцены. Как бы вы описывали группу для тех людей, кто вас никогда не слышал? Смесь фанка и нью-диска, только с ретро-отливом. Что вот вдохновляет вас на написание новой музыки, вот песен? Страдания. Страдания? Угу. Больше не и все? Чтобы писать, нужно страдать, страдать и еще раз страдать. Самое, это одна из таких самых эмоций. Ну, конечно, любовь, там, дружба, какие-то впечатления. И, наверное, больше всего музыкантов вдохновляет музыка, сама же музыка. То есть ты послушал какого-нибудь Фермача, все, вау, я тоже хочу что-нибудь написать. Карина Исхакова. Олег из Magical. Специально для горы новостей. Карина, спасибо, очень приятную музыку они делают. А как еще выглядеть приятно? Улыбаться, не лениться, утюжить одежду. Кстати, не все знают, но именно утюжить одежду так правильно говорить. Гладим мы обычно кота. Для девушек, к сожалению, этого недостаточно. К нам более строгие требования. И сейчас с трендами макияжа нам поможет разобраться Диана. Тренды меняются с каждым днем, но не только в одежде и обуви, но еще и в макияже. И лайфхаков на его счет тоже бесчетное количество. Что же сегодня актуально, сейчас узнаем. Макияж для нас, девчонок, это всегда важно. Поэтому сейчас я покажу вам 3 самых популярных вида макияжа. В школу нельзя наносить много косметики, поэтому сделаем что-нибудь легкое. На сегодняшний день очень распространен легкий нюд, который можно сделать в школу. Если ты наносишь 100 слоев консилера под глаза, потому что ты не высыпаешься, поверь, ты не одна такая. Сухие губы можно увлажнить гигиеничкой или блеском для губ, особенно в зимний период. Не оценимте строго, я тоже не профессионал в этом деле. Для этого сюжета визажистом я выступаю впервые. Все ради вас, телезрители. Поэтому не завидуйте моей модели. Следующий макияж можно использовать, когда идешь с подружками в кафе или в кино. В повседневном макияже сейчас моден нюд с ярким акцентом. Им могут стать румяна, красная помада, тушь. Выбирайте на ваш вкус. Для нашего макияжа мы выбрали первый вариант. Советую наносить румяна потихоньку, чтобы они легли равномерным слоем, без пятен и одинаковым с двух сторон. Если идете на концерт или вечеринку, то возьмите у мамы супер яркую помаду. Такую или такую, сами определите. У меня немного косметики, поэтому мы решили сделать Smoky Eyes и подчеркнуть скулу не только хайлайтером, но еще и яркими блестками для большей выразительности. Посмотрите, что у нас получилось. Чтобы рисовать ровные стрелки, симметрично красить губы, нужно тоже учиться, ведь это целое искусство. Если захотите, то у вас все обязательно получится. Диана Главашева, Ильдар Бигбов, специально для новостей. Девчонки, спасибо, было очень полезно. Особенно мне. Но, к счастью, на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Руслан Николаев и Арина Буря. С понедельника мы выходим в эфир в привычном формате. Так что включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.